Региональный оператор якутской «Экосети» задолжал более 100 миллионов рублей муниципальному предприятию «Жилкомсервис». Теперь на городской полигон мусоровозы регионального оператора будут проезжать только после приобретения талонов. Руководство якутской «Экосетей» не согласно с выдвинутыми обвинениями. Спорное дело будет рассмотрено в арбитражном суде. Подробнее в нашем материале. Работа на городском полигоне твердых бытовых отходов кипит с самого утра. Каждый день сюда привозят около 3000 кубометров мусора. Однако неплатежи со стороны якутской «Экосетей» привели к большим финансовым проблемам на предприятии. Сотрудникам с трудом выдают зарплату, не хватает средств даже на топливо. Не хватает запчастей. Бегаем, ждем, пока собираются денежки купить то-то, то-то, то-то. Плюс еще люди хотят зарплату, плюс еще что-то, расходные материалы. Со стороны регионального оператора якутской «Экосети» не отрегулированы вопросы заключения договора на оказание услуг по захоронению отходов. Более того, организация задолжала городскому предприятию «Жилкомсервис» более 100 миллионов рублей, в том числе порядка 13 миллионов рублей займа. На сегодняшний день не предпринято достаточных мер со стороны регионального оператора в части урегулирования этой задолженности. При этом со стороны муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» данные услуги оказывались в полном объеме. В свою очередь, руководство якутской «Экосети» уверяет, причиной разногласий у сторон является отсутствие весового контроля, необходимого при учете объемов, принимаемых на захоронение твердых коммунальных отходов. Кроме этого, задолженность у предприятия в разы меньше указанной суммы. Мы в рамках урегулирования данного вопроса ежедневно направляем от тех средств, которые поступают нам, не менее 100 тысяч рублей в день. Буквально сегодня мы направили письмо, что готовы эту сумму поднять до 150 тысяч рублей. Это по месяцу получается 4,5 миллиона рублей в месяц. Пока решается спорный вопрос, мусоровозы регионального оператора с сегодняшнего дня пропускают на городской полигон только по талонам. Такое ограничение, по словам юристов, является законным. Это неоднократно ставится предметом рассмотрения судов. Суды не раз отмечали, что закрытие полигона из-за задолженности регионального оператора является законным. Поставить точку в спорном вопросе решено в суде. Первый иск на основании ходатайства МУП «Жилкомсервис» будет рассмотрен арбитражным судом республики 21 октября. Людмила Басыгысова, Максим Бурцев, Вести, Якутск.